Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Центр реабилитации здоровья Арзуф на туркменском побережье Каспийского моря в Авазе и имевший раньше статус профилактория Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов отобрали у предприятия и фактически приватизировали. При этом еще год назад работники ТК НПЗ могли в любой момент и со значительной скидкой отдохнуть на Авазе. Человеку предлагался выбор: или 10 дней отдыха не в сезон, например, в сентябре или октябре, либо 5 дней в сезон плюс 5 не в сезон. Большую часть стоимости путевки, 70%, оплачивал профсоюз. Рабочие могли не только отдыхать на море, но и поправлять свое здоровье йодобромными ваннами или повышать иммунитет в кабинете магнитотерапии. Однако минувшим летом профилактории передали на баланс госконцерна Туркменнефть, и вскоре там появился новый директор по имени Аман, который на самом деле ничего не решает, но при этом полностью подчиняется некоему Ровшену Гараджаеву. Последнего называют ни много ни мало хозяином Авазы. Этот самый Гараджаев является директором отеля Гями, а его люди управляют другими авазинскими гостиницами. После передачи профилактория госконцерну в нем сделали шикарный ремонт, только попасть туда рабочие вредного производства больше не могут. Теперь представитель правкома ТК НПЗ продает путевки с доплатой сверху 1000 манатов в день, то есть за 5 дней отдыха размер незаконной наценки достигает 5000 манатов. Деньги идут в карман директору Аману и Ровшену Гараджаеву. Источник поясняет, цитата: «В прежние времена люди гордились тем, что работают на нефтеперерабатывающем заводе, а сейчас все развалилось, и даже лампочки рабочие покупают за свой счет, чтобы не трудиться в темноте. Раньше на заводе была самая высокая зарплата по Туркменистану, а теперь даже в простаивающем морском порту люди получают больше. И важно, прежде хотя бы раз в год можно было отдохнуть на курорте, а теперь и этого нет». Конец цитаты. Захват профилактория, как, впрочем, и другие признаки деградации ТК НПЗ, связывают с приходом новых молодых руководителей, так называемого поколения Золотого века, учившегося уже в годы независимости и воспитанного в противовес советскому поколению. Прежде начальники стояли за рабочих горой и делали все, чтобы простые работники получали 13-ю зарплату, различные премии и подарки. Последним таким руководителем был Тачберды Тагиев, уволенный в 2014 году. Тот же источник продолжает, цитата: «Раньше начальник не стал бы начальником, не поработав лет 10 простым работягой, а теперь стали назначать руководителями золотую молодежь, только что окончившую вузы. Также завод стал популярным пристанищем для уволенных силовиков и военных. Все они думают только о том, чтобы набить свои карманы и пролоббировать собственные фирмы для экспорта продукции завода». Конец цитаты. Источники Turkmen News утверждают, что на ТК НПЗ, как и на других промышленных объектах страны, происходит банальное воровство, а также подмена запасных частей и материалов на более дешевые аналоги. Контроль за техникой безопасности и качеством выпускаемой продукции фактически отсутствует. Местные начальники откровенно заявляют рабочим: воровать надо так, чтобы, если поймают, можно было откупиться и еще чтоб осталось. Если есть чем откупиться, то не страшен даже тюремный срок. Контроля качества на ТК НПЗ также практически нет. Было время, когда главный инженер лично ежедневно объезжал и осматривал все установки, но в последние 2 года его вообще не видят в цехах. Прежде, если анализы выпускаемой продукции оказывались плохими, то главный технолог оставался на рабочем месте, пока все не наладится. Сейчас же анализы могут оставаться плохими в течение недели, но никого это не беспокоит. Начальники разве что присылают разбираться своих заместителей, но те ничего в работе не понимают. Все поставлены на эти должности либо за связи, либо за деньги. Рабочих в качестве поощрения лишают не только санаторно-курортного лечения и отдыха, но и такой вроде бы мелочи, как государственные награды за самоотверженный труд. Начальники на заводе отговариваются, мол, запрещено вручать медали лицам нетуркменской национальности, но как раз на них и держится весь ТК НПЗ. Это надуманное правило, и придумали его точно сами начальники, очевидно для того, чтобы подзаработать на вымогательстве денег за награждение, ведь ежегодно в стране госнаграды получают десятки представителей нетитульной нации. А от тех, кого на ТК НПЗ представили к наградам, требуют вновь принести справку УЧРК о родственниках в 3 поколениях, хотя такая справка уже лежит в отделе кадров. Рабочих тщательно проверяют, не появились ли среди их родных судимые, не опозорит ли награжденный свое предприятие. Хотя, казалось бы, кто может больше опозорить его, чем такие начальники?
Хотите поделиться чем-то важным и интересным? Пишите нам в секретный чат Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную безопасность.